«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии». Здравствуйте, это программа «Крымский вечер». Я Александр Янковский, рад приветствовать вас в новом 2019 году. Также мы остаемся с вами в эфире каждый вечер с 19:30 с понедельника по пятницу по крымскому времени, либо по киевскому времени слушайте нас в 18:30, если вы слушаете нас на материке. Напомню, что наши программы можно слушать на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM, а также их можно смотреть на нашем канале в YouTube, он так и называется «Крым Реалии», либо на нашей странице в Facebook. Ну и я представляю нашего гостя, это Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Рифат ага, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы предложить вам сегодня немного, знаете, подвести итоги 2018 года, а сделать это, может быть, таким образом. Давайте представим, что лет через 10 вы, сидя в своем кабинете в Симферополе, пишете, например, вам задают вопрос, как все это происходило. И вас просят написать небольшую главу про 2018 год. Что бы вы сказали, что главного произошло и чем запомнился вам именно 2018 год? Я бы написал о том, что, к сожалению, в 2018 году, ожидавшихся нами тогда, я же буду писать через 10 лет, радикальных таких или кардинальных прорывов не случилось. Но 2018 год был годом укрепления нашего партнерства с другими правительствами, государствами. И 2018 год был год такого, знаете, более четкого определения международным сообществом своего отношения к России. Соответственно, 2018 год послужил одним из шагов к деоккупации Крыма. Ясно, Рифат ага. Но, наверное, про эти шаги к деоккупации Крыма и более четкое определение отношений к России вы, наверное, имеете в виду в первую очередь, конечно же, те декабрьские резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которых Россия была четко названа стороной, которая оккупирует полуостров, было рекомендовано, чтобы другие страны точно так же при наименовании Крыма называли его временно оккупированным. И также там было две, насколько я понимаю, да, и, насколько я помню, две резолюции. Одна касалась ситуации в Черном море, Керченском проливе, Азовском море и Крыму, а вторая была непосредственно касалась соблюдения прав человека на территории оккупированного полуострова. Именно про эти резолюции вы говорите. Да, вы абсолютно правы. В декабре 2018 года на Генеральной Ассамблее ООН были проголосованы две резолюции. Первая из них касалась вопросов милитаризации Азовского моря, и вторая о состоянии с правами человека в оккупированном Крыму. И эти две проголосованные резолюции, где подавляющее большинство государств-членов ООН они поддержали позицию Украины и практически закрепили за Россией статус агрессора в ее взаимоотношениях с Украиной, они были как бы обрамлением 2018 года. До этого были очень, я бы сказал, даже ожесточенные такие противостояния на других международных площадках, в частности... То есть Генеральная Ассамблея ООН — это не все, что, да? Нет, конечно, нет. Но давайте вспомним Парламентскую Ассамблею Совета Европы и в целом Совет Европы. Как вы знаете, и знают это ваши слушатели и зрители, Россию лишили возможности принимать активное участие в Парламентской Ассамблее, ее членство приостановлено. И каждый год уже на протяжении, если я не ошибаюсь, 3 лет Россия старается восстановить свое членство, и в этом году были очень обоснованные такие опасения, что ей это удастся.
потому что уже в открытую были кинуты Россией в эту борьбу, в общем-то, чиновники самого высшего такого уровня в Совете Европы. Как Вы имеете в виду европейские чиновники, да? Европейские чиновники, ну, скажем, господин Ягланд, который открыто призывал, чтобы Россию восстановили в членстве, то есть продолжили членство, поскольку вопрос стоял еще о финансовом участии России. Но могу сказать, что к концу года уже здесь окончательно, в общем-то, России дан отпор, и я не исключаю, что буквально в январе уже 2019 года Россия вместо того, чтобы делать новую попытку возобновить свое членство, она может вообще подать заявление об выходе из этой организации, и тогда она будет второй организацией, третьей организацией в Европе. Сегодня Беларусь, членство которой приостановлено, но католический Ватикан, он просто не является как государство членом Совета Европы, и вот Россия будет третьим государством. Да, но это вполне возможный шаг, потому что уже и в 17-м, и даже в 16-м году, ну вот многие горячие головы в России говорили о том, что оно вообще нам не надо, да, вот эта парламентская ассамблея Совета Европы, вообще Совет Европы, но при этом постоянно были шаги о том, для того, чтобы вернуться, да, и снова иметь право голоса в этом самом Совете Европы. На ваш взгляд, вообще, для чего почему Россия так стремится получить снова право голоса в этом Совете Европы? Потому что без участия на этих международных площадках или эффективного участия России не удастся преломить изоляцию. А изоляция, она прежде всего бьет по экономике России. И как бы мы тут в Украине очень часто высказывали бы и вполне обоснованно свое неудовольствие, да, уровнем тех санкций, определенными такими лукавствами западных стран, но надо признать, что даже существующие санкции, они очень сильно бьют по экономике России, и, конечно, вот участие в Совете Европы для нее, ну, чрезвычайно важно, потому что это в какой-то мере индикатор, но если не наличие демократии и свободы в этом государстве, то хотя бы ее стремление, да, к этим нормам и стандартам. Я, как народный депутат Украины, участвую на 2 международных площадках, где Россия присутствует. Это ОБСЕ. Ну, принципы ОБСЕ таковы, что очень трудно, скажем, каким-то образом ограничить участие России, потому что там все решения принимаются консенсусом. И вторая организация – это парламентская ассамблея стран Черноморского экономического сотрудничества, ПАЧЕС. Я хочу сказать, что вот этих 2 организаций, особенно ОБСЕ, где Россия чрезвычайно активна, но ей не удается, ну, хотя бы даже, ну, минимально вот, улучшить вот свой имидж, потому что ей не хватает Совета Европы. С одной стороны, Россия в состоянии на уровне ОБСЕ, скажем, проваливать любые инициативы, но тогда, когда голосованием принимаются резолюции оценочного характера, когда даются оценки членам ОБСЕ, то оценки России, ну, максимально негативные, потому что ее поддерживает там буквально несколько государств. Рифат Ага, кстати, вот если вернуться все-таки вот к этим резолюциям Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, там можно ведь посмотреть, что определенные резолюции, например, по Черному и Азовскому морям, по ситуации в Керченском проливе, там была даже большая поддержка вот украинской резолюции, чем по резолюции по правам человека. Как вы думаете, почему, с чем это связано? Почему были те страны, их было больше, да, вот за резолюцию, которые голосовали против резолюции, которая была предложена Украиной в отношении соблюдения прав человека в Крыму? Ну, здесь
все должны представлять, что государства всегда ведут себя, исходя из собственных интересов или собственного понимания этих интересов, как люди. Люди определяют свою позицию тогда, когда они думают, как это на них отразится непосредственно. Когда речь идет о правах человека, часть государств, которые имеют собственные проблемы на своей территории с правами человека, они, как правило, избегают голосования или даже могут выступить против, потому что они не хотят, чтобы очередь потом подошла и к ним. И, как правило, вот такие, но не совсем демократические или авторитарные государства, они могут в вопросах, скажем, войны и мира проголосовать за мир, а вот в вопросах свободы прав человека они могут проголосовать так, чтобы к ним не подобрались. Мгм. На ваш взгляд, вот с кем, кто должен быть, какие страны должны быть в приоритете в 2019 году у украинских дипломатов? То есть вот с кем необходимо работать, вот кто не поддерживает или недостаточно поддерживает Украину, в частности, в вопросе Крыма? Ну, вопрос немножко философский, потому что здесь любое направление, оно может быть как поддержано нашими слушателями, так и, скажем так, оспорено. Но, казалось бы, наши партнеры европейские, они неизменны в своих принципах, но это не означает о том, что мы не должны обращать внимание на работу с ними. По крайней мере, они оценивают нас, исходя из того, что у нас происходит в середине государства. И наши ожидания в какой-то мере могут, скажем, не оправдаться в части наших западных партнеров, если мы не учитываем их представление о нормах демократии, собственно, в Украине, или там о принципах деятельности отрасли экономики. Да? Вопросы земли, там, вопросы национальных меньшинств там, и тому подобное. Поэтому я бы всегда благодарил бы партнеров, которые нас поддерживают, и всегда был бы очень внимателен к их настроениям. Это первое. Конечно, к тем, кто имеет между собой некую корпоративную солидарность, исходя из региональных особенностей, может быть, даже религиозных особенностей. Вот исходя из таких подходов, я бы уделял бы особое внимание государствам, которые входят в Организацию исламского сотрудничества, скажем, арабским странам. Потому что как раз вот из этих объединительных вот таких форматов мы получаем намного меньше голосов поддержку, чем могли бы. Ну и, конечно, мы должны открыто говорить тем, которые последовательно выступают против наших, элементарных таких природных наших прав. Беларусь, Армения, которые, в общем-то, поддерживая Россию, они не уважают нашу территориальную целостность и наше право на суверенитет. Не означает это, что то есть мы не должны от этих государств просто отвернуться, но мы должны им объяснять нашу позицию. Мгм. Но, наверное, в какой-то степени, когда они голосуют там против тех или иных резолюций, можно предположить, что они таким образом показывают и тоже, что они также, возможно, да, они таким же образом относятся и к своему суверенитету, да, потому что если ты не уважаешь суверенитет чужой страны, то теоретически, и если ты небольшой человек, небольшая страна, ты зависишь от какого-то там своего сюзерена, да, то, наверное, что ты готов и к тому, что к такому же развитию событий. Если бы они так думали, может быть, они были бы немножко... Вы абсолютно правы в таком своем утверждении, но, как правило, они думают немножко такой на короткой дистанции, это когда враг моего врага есть мой друг. То есть, или действительно, когда конкретному государству они имеют большие обязательства и без его поддержки не могут существовать. Я не назову вам это государство, но меня первый раз это очень шокировало. Когда Украина была несколько лет членом исполнительного комитета ЮНЕСКО, и я в качестве члена национальной делегации принимал участие в работе заседаний исполнительного комитета ЮНЕСКО, и
тогда, когда голосовались рекомендации в отношении Автономной Республики Крым-Украина. И там тоже происходило, несмотря на то, что это как бы немножко чуть-чуть вот на обочине политики, как некоторые утверждают, ЮНЕСКО находится, но это не совсем так, поскольку, скажем, российская делегация, она там пыталась сделать все для того, чтобы в этих рекомендациях Крым воспринимался как часть России. И поэтому здесь происходили определенные такие напряженные ситуации. Я помню представителя одного государства, центральноазиатского, но бывшая республика бывшего Советского Союза, вот этот представитель, мы с ним как-то подружились там. И вот перед нашим вопросом он сказал: извини, наша делегация просто уходит для того, чтобы не проголосовать против вас, но за вас мы тоже не сможем. Мы не сможем выступить против России. Есть зависимость, да, от России. Они не могут выступить против России. Я напоминаю нашим радиослушателям, это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. У нас в гостях Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Ну и давайте вот о чем поговорим. Рифат ага, как вы оцениваете вообще эффективность государственной политики в отношении Украины? И, знаете, вот самый очень простой вопрос. Очень многие крымчане спрашивают, а кто вообще в Украине, на материковой Украине, кто вообще главный и ответственный за Крым? Вот кто этот человек? У нас их много. Если человек, давайте пока говорим о учреждениях. У нас есть министерство по временно оккупированным территориям, оно как бы ответственно за временно оккупированные территории. Это первое. У нас есть постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. И у нас есть ряд правоохранительных органов, названиях которых, в общем-то, они привязаны к Крыму. Прокуратура Автономной Республики Крым, Главное управление МВД и Главное управление СБУ. И у нас есть политики, которые себя позиционируют как крымские люди, и позиционируют себя как политики, которые основную свою деятельность направляют на деоккупацию Крыма. Угу. Кстати, вот говоря про этих политиков, нет у вас такого, не знаю, опасения или предвидения того, что... Потому что 2019 год – это год выборов в Украине. Это президентские выборы весной, и это осенью выборы парламентские. У вас нет такого ощущения, что крымчан будет меньше в следующем составе парламента? То, что здесь будут возникать проблемы, связанные с представительством крымчан, я это предвижу, поскольку те партии, которые в своих сегодня депутатских рядах имели представителей Крыма, в их рядах может быть большая конкуренция внутренняя за депутатский мандат, а так называемые оппозиционные или пророссийские партии, они не будут, как мне представляется, заморачивать себе голову этими вопросами. Хотя не исключаю, что они тоже будут в свои ряды приглашать людей, которых они попросят позиционировать как крымских людей. Допустим, Алексей Скорик, Николай Скорик, бывший министр финансов Крыма из Одессы, вы помните его, да? Вот он сейчас... это уже правительство Могилева, да, если я не ошибаюсь? Да. Могут быть проблемы. Дело в том, что нам пока никак не удается, чтобы представленность Крыма в силу ее оккупированности, решалась бы через закон о выборах. Хотя у моего коллеги Георгия Логвинского на этот счет есть конкретные предложения. Возможно, он скоро их презентует в Верховной Раде. Посмотрим. Хорошо. Рифат, все-таки я бы хотел вернуться именно к вопросу. Ваша оценка того, что делают тогда вот эти министерства и ведомства, на ваш взгляд, вот у вас наверняка, вы-то точно знаете, да, вот что они не сделали, то, что должны были сделать за этот год. Вот смотрите, мы в течение года мы услышали, например, о том, что будут созданы на пунктах пропуска
на админгранице между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым будут, по крайней мере, созданы 2 пункта на оказание административных услуг. Ну вот год закончился, да, мы этих пунктов не видим на самом деле. Не знаю, с этим связана отставка господина Бабина, не с этим, там, это постоянный нашим радиослушателям, может быть, кто-то не знает, это постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, ну и так далее. Там транспортное сообщение, опять-таки, до административной границы. Ну и еще, вот эти пункты, почему они не делаются? Ну, мне сейчас трудно сказать по поводу вот этих пунктов оказания услуг. По крайней мере, средства на это были предусмотрены в бюджете Украины. Я знаю, что Министерство по временно оккупированным территориям, оно защитило проект, и как бы его реализация началась. Но пока не могу сказать о результатах реализации этого проекта. Вы знаете, я просто чуть вернусь к вашему предыдущему вопросу. Несмотря на то, что как бы немало сторон, которые обязаны своими обязанностями имеют полномочия заниматься Крымом, но, наверное, надо сказать о том, что у нас нет координации всех этих структур между собой, и, соответственно, нет четкого спроса за те неразрешенные вопросы, по крайней мере, хотя бы тех вопросов, которые самими же этими ведомствами и анонсировались. Если говорить о правовой стороне или о законодательной сфере, то, конечно, я понимаю, что сейчас некоторые ваши слушатели скажут, ну вот Рифат Чубаров опять говорит об этом, но я действительно скажу о том, что и наше ожидание в этой части в 2018 году, оно не оправдалось. Мы закончили работу по подготовке изменений и дополнений в Конституцию Украины в части раздела 10 «Автономная Республика Крым». К этим изменениям и дополнениям мы подготовили 2 законопроекта о статусе крымско-татарского народа и о коренных народов в Украине, но, к сожалению, не собралась Конституционная комиссия, и мы не рассмотрели эти подготовленные законопроекты на заседание Конституционной комиссии, соответственно, президент их не может внести в Верховную Раду Украины, хотя, если уже исходить буквально из полномочий президента, он это может теперь сделать и без Конституционной комиссии. Ну, посмотрим, каковы будут действия президента в ближайшее время, уже 2019 года. Не удалось отменить действующий закон о свободной экономической зоне Крым, и, соответственно, вынужденно перемещенные лица имеют определенные такие затруднения пользования своими правами на территории Украины. Эти вопросы остаются за законодателем. Рифата, ну и все-таки, да, вот когда вы говорите о том, что нет какой-то координации между теми ведомствами, их достаточно много, которые занимаются Крымом, вы даже их перечислили несколько. На ваш взгляд, кто должен координировать работу всех этих ведомств, и забегая вперед, может быть, немного. Ну, вот вы народный депутат Украины, да, глава Меджлиса крымско-татарского народа, вы обращались, например, к руководителям парламентских фракций, к президенту Украины, говорили, вот нужен, не знаю, там, нужен вице-премьер, там, или нужен какой-то министр, или нужно какое-то лицо, которое бы постоянно занималось бы, чья работа была бы на самом деле вот Крым, и который бы постоянно занимался только Крымом. Потому что я понимаю, что у народного депутата, даже у вас, как крымчанина, крымского татарина, вы все равно, да, вы занимаетесь помимо Крыма, у вас есть очень много других дел, да, я понимаю, законодательных. Вы же работаете не только над крымской темой, вы работаете в парламентской ассамблее Совета Европы, работаете над другими законопроектами. Так вот, где этот орган или кто этот человек, который должен координировать все это? Да, видите, вы действительно в своем вопросе вы назвали одну институцию, о необходимости которой мы неоднократно говорили. Может быть, просто в последнее время о ней меньше говорится всеми, потому что
как бы устали от нереализуемости этой идеи. Мы не являемся сторонниками, знаете, на каждую проблему сразу создавать структуру или назначать должностное лицо. Возможно, и достаточно той достаточно многочисленной структуры, которая существует в органах высшей исполнительной власти, но тут очень важно тогда просто очень четко писать обязанности. И мы действительно считали, что один из вице-премьеров правительства Украины на него должно быть возложены вопросы координации всех органов исполнительной власти или специальных органов, которые занимаются Крымом. К сожалению, правительство пока эту идею не разделяет. На ваш взгляд, это будет решать правительство или это компетенция все-таки президента? Ну, если бы президент бы, скажем, напрямую поддержал бы и внес бы со своей стороны, я думаю, правительство бы учло бы. Я буквально на днях поинтересовался в Совете национальной безопасности и обороны, а что у нас там происходит с стратегией по деоккупации Крыма. Если вы помните, 2 года назад с очень таким большим шумом, даже какой-то помпой мы приступили к ее работе. Я имею в виду общество, я себя лично не имею в виду, потому что я непосредственно в этих разных рабочих группах не работал, но мы направляли своих представителей. Я знаю еще ряд крымских людей, в том числе известных журналистов, которые работали в этих рабочих группах. Там их было создано, в общем-то, целый ряд рабочих групп, и эта стратегия, она состоит теперь уже из 2 таких частей. Одна такая публичная, вторая закрытая часть, где просто больше вопросы военных, специальных служб. И я когда спросил, и когда же мы ее увидим, то мне сказали, что она давно лежит в администрации президента, но пока без движения. Вот такого рода, конечно, действия, они в ситуации, когда Крым оккупирован, а люди ждут очень таких четких и ясных ответов, такие затягивания этих вопросов, это просто неуместно. Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, в нашей студии Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа и народный депутат Украины. И мы вернемся в нашу студию через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Еще раз приветствую всех, кто присоединился в это время суток и слушает радио «Крым Реалии» на 105,9 FM. С вами Александр Янковский, в нашей студии Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Рифат ага, продолжение. Значит, вы постоянно общаетесь с крымчанами, да? Несмотря на то, что вы в Киеве, вы постоянно общаетесь с крымчанами. Что больше всего просят, не знаю, требуют от вас крымчане, которые вот сейчас непосредственно находятся в Крыму? Вы знаете, если попытаться все максимально обобщить и попытаться выразить одним словом, они требуют честного такого внимания. Они хотят, чтобы с ними говорили от имени государства украинского, с ними говорили политики, с ними говорили средства массовой информации. Конечно, они очень надеются, что в этом диалоге они услышат все то, чего ожидают. Но даже если их ожидания каким-то образом не будут оправдываться, они хотят знать правду. Когда? Вот слово «когда», наверное, звучит чаще всего, когда я общаюсь с глазу на глаз с теми людьми, которые приезжают сюда, со своими друзьями, родственниками. О чем бы мы ни говорили, все равно все заканчивается вопросом «когда?». Это самый частый, да, вопрос, я так понимаю, который вам задают. Если говорить о других вопросах, потому что вот это уже будет в феврале 2019 года, это уже будет 5 лет с начала российской оккупации украинского полуострова Крым.
Срок достаточно большой. И что ведь самое главное во всей этой ситуации, это то, что уже выросло целое поколение детей, можно сказать, за 5 лет, которые, если они сейчас вступают в взрослую жизнь, которым сейчас 16 лет, там, 18 лет, которые украинские флаги помнят, конечно, да, но уже, наверное, не так ярко и не так отчетливо. И они украинский язык в школе, например, не учили. И они сейчас, если мы говорим о молодых людях, они пойдут в российскую армию, их призовут, да, там, ну, не у всех получится отказаться, да, от службы в этой армии. На ваш взгляд, вот что делать тогда с этими людьми? Не делать, не в смысле, не в правовой оценке с ними что делать, да, а как с ними сохранять связь, если они уже 5 лет находятся в исключительно таком вот российском этом поле, завешенном российскими флагами. Но вопрос, конечно, он требует такого очень многоаспектного ответа. Я не думаю, что мы сейчас обо всем поговорим. Если кто-то думает, что достаточно только лишь вот с Киева говорить какие-то, пусть даже абсолютно правильные вещи, и эти люди, благодаря вот такому подходу, они обезопасят себя от всего того влияния, которое сейчас в Крыму они испытывают, то это будет неправильно. Эти люди должны, и вот о чем мы говорим, когда говорим о деоккупации, вот, но ихнее сознание должно формироваться вот обстоятельствами разных сфер их жизни. Во-первых, они должны очень хорошо ориентироваться в том, что происходит вокруг них в Крыму. Они должны уметь отделять явную ложь, которой их опутывают, от объективных процессов, которые там происходят. Они при этом должны все время быть в диалоге со своими родителями. Это как у нас было в Советском Союзе. Мы же тоже родились и воспитывались. Не знаю, Рифат, вот я не мог прийти к своему отцу, да, и сказать вот честно, вот даже я, слушая там Радио Свободу или там Голос Америки, я не мог с ним это обсуждать, он был партийный, я поэтому, ну вот у меня не было такого диалога. Не обязательно, что должна была быть тогда абсолютная открытость между разными поколениями, но, по крайней мере, все равно в вашей семье обсуждались какие-то жизненные ситуации, и вы, и ваш отец занимали одинаковые позиции, которые, может быть, были противоречия с позицией, которая высказывалась, там, скажем, газетой «Правда» там, или программой «Время». Я просто хочу сказать о том, что вот мы должны делать то, что мы можем отсюда. И постоянная такая коммуникация с людьми в Крыму, наверное, одно из важных наших действий. И вот то, чем занимаетесь вы, чем занимаются другие средства массовой информации, чем занимаются политики, которые постоянно с помощью вас, средств массовой информации, они беседуют с крымскими людьми. Государство, которое не должно оставлять в беде хотя бы наиболее пострадавших крымских жителей. Вот то, что в 2018 году наконец-то произошло, когда каждая семья политзаключенного в Крыму получила, пусть и не очень, с моей точки зрения, большую помощь, но достаточно ощутимую для того, чтобы уже оказывать правовую помощь своим близким, которые лишены свободы. Напомните, пожалуйста, речь идет о 100 тысячах гривен. Речь идет о том, что правительство Украины выделило каждой семье, которой есть политзаключенные, а к ним относятся те, которые лишены свободы или каким-то другим образом ограничены свободы. Да? Там есть определенные критерии, есть специальная комиссия, и 100 тысяч гривен – это разовое было пособие. Мы сейчас настроены на то, чтобы принять специальный закон, чтобы такая
помощь была на основе закона, и она не зависела бы от каких-либо там политических конъюнктур. То есть пока речь не идет о том, что это будет ежегодная помощь до тех пор, пока человек будет находиться в российских этих застенках. Я думаю, что теперь это уже будет, но все равно мы должны разработать закон. Я хотел бы, чтобы здесь те, кто нас слушает, они очень четко себе представляли, что те люди, которые в условиях российской оккупации испытывают вот такие гонения и преследования, как арест и заключение близких членов семьи в места изоляции, на них сваливается масса практически неразрешаемых проблем. Необходимо нанимать адвокатов. Это достаточно оплачиваемое, это затратные такие, да, сферы. Как правило, это главы семей, у них остаются малолетние дети. Сегодня в семьях крымских политзаключенных 113 детей малолетних. Как правило, женам очень трудно в таких условиях найти работу, и поэтому эта помощь направлена на то, чтобы поддержать этих людей. И здесь никто не должен думать о том, что каким-то образом украинское государство платит человеку за то, что его лишили свободы. Нет, мы помогаем своим гражданам, которые оказались в чрезвычайно тяжелой ситуации. Кроме того, чтобы вот эти новые молодые люди, которые в Крыму, они взрослеют уже в условиях тотальной такой информационной такой прокачки в Крыму, конечно, они должны получать иные возможности для реализации своих потребностей. Это высшее учебное заведение на территории Украины или через Украину другие государства. То есть мы должны максимально пытаться отвечать потребностям этих людей, а эти люди, в свою очередь, должны знать о том, что все то, что там у них в Крыму происходит, это все-таки временное явление, и они должны сохранить свое достоинство, они не должны запачкаться. Речь сейчас не идет о таких очень серьезных явлениях, как измена родине, потому что, какая может быть измена у мальчика, которому было 14 лет, когда началась оккупация? А вот это очень интересный вопрос, да, на самом деле, потому что ведь идут многие, те граждане Украины, и поскольку Украина их считает своими гражданами, потому что у нее и мама, и папа, у них граждане Украины, они сейчас идут и там служат в армии, например, потом приходят и идут работать в полицию. Вот как государство Украины относится к таким молодым людям? Здесь будут возникать проблемы у тех, кто будет служить в органах, они говорят правоохранительных, мы говорим карательных. Все будет зависеть от того, какие функции будет выполнять этот человек. Вы понимаете, мы сейчас переходим вот к таким сферам, которые очень тонкие, где-то щепетильные, и где-то, может быть, на них сейчас нельзя найти сразу окончательные ответы. Я, может быть, проведу параллель между Крымом годы фашистской оккупации, годы Второй мировой войны и сегодняшней оккупации. Я просто говорю то, что я знаю из жизни моих родственников. Когда немцы приходили в горные деревни крымско-татарские в Крыму, то, разумеется, назначив там старосту, какую-то местную власть, они постоянно были во взаимодействии с этим населением. У населения в любой ситуации у мирных жителей, война, не война, всегда масса проблем, которые должны решать те, которые себя считают властью. И вы знаете, что горные деревни крымско-татарские, не только крымско-татарские, они там были смешанные, они, в общем-то, испытывали проблемы и в взаимоотношениях с партизанами. Речь идет о том, что просто речь шла об объективных проблемах. В лесу был голод. Партизанам надо было где-то кормиться. Они приходили в деревни. Не обязательно они всегда забирали. Где-то они просили, где-то с ними делились, но где-то они и мародерствовали. Я знаю одну ситуацию, когда приехал немецкий офицер, и старейшины пожаловались, что у них такая проблема, у них каждую ночь мародеры в селе. И он сказал: пожалуйста, у вас есть молодые ребята, дайте 5 человек, и пусть они вступают в самооборону, они будут защищать ваше село.
То есть намерение было как будто бы такое, которое вытекало из их жизни. Но когда люди при любом оккупационном режиме берут в руки оружие, им обязательно когда-то скажут применить это оружие против людей. И неважно, фашисты тебе дали это оружие или российские оккупанты. Поэтому желательно бы этим молодым людям, а с моей точки зрения просто противопоказано им, идти в те органы, которые осуществляют насилие. Пусть, может быть, даже опосредственной форме. Ну, скажем, судьи, которые осуществляют насилие в Крыму. Надо избегать этого. Я вот когда говорю, что надо сохранять достоинство и не запачкаться, речь идет о том, что эти молодые люди должны знать, что как раз они-то и при их жизни, и при их молодой жизни деоккупация состоится, и они должны быть готовы сразу влиться в совершенно иную, нормальную жизнь. Рифат Чубаров, в нашей студии, глава Меджлиса крымско-татарского народа и народный депутат Украины. 2018 год, наверное, запомнился еще и тем многим крымчанам, тем, что впервые, наверное, пришли с обысками непосредственно уже к адвокатам, которые защищают крымских татар, крымско-татарских активистов, других активистов, украинских военных в том числе, да, которые были захвачены в плен 25 ноября 2018 года. Ну, речь в первую очередь, конечно, идет об Эмиле Курбидинове. На ваш взгляд, вот такая вот политика, теперь это что называется? Это уже зачистили всех и теперь пришли за адвокатами? Ну, в общем-то, да. Хотя хочу сказать, что отдельные случаи были и год назад, и чуть раньше. Может быть, помните, была предостережение, вы имеете в виду, была нет? такая ситуация, когда практически насильно увели Полозова, и его привезли в здание, и вам известное, на улице Франко, где раньше было СБУ, теперь ФСБ. И его успел сфотографировать через окно. Это вообще, ну, есть фотография, Наумлюк, если я не ошибаюсь, Антон Наумлюк. И благодаря этому мы все узнали, куда его увезли Полозова. Но его тогда просто попытались насильно с него взять свидетельские показания, чтобы вывести из процесса Ахтема Чийгоза. То есть Чтобы адвокат, он как свидетель да, не как может свидетель, быть. а он, соответственно, уже не может как адвокат. Но в таком вот прямом виде, как давление с целью запугать и отстранить адвокатов, это было, вы тут абсолютно правы, Эмиль Хурбидинов. Хотя мы исходим из того, что здесь еще был элемент такой, знаете, личной мести со стороны ФСБ в лице такого себе Сушко, который раньше тоже работал в СБУ Украины, потом переметнулся в сторону ФСБ, и он был увлечен в катувании, в истязаниях Параламова, пытках Параламова, и Эмиль Курбидинов был как раз в то время, когда родственники Параламова увидели около ФСБ этого Сушко и закричали, что он увез Параламова, а еще никто не знал, где Параламов, да, из дома. И Эмиль успел его и снять на видео, есть это известное видео, когда Эмиль спрашивает: представьтесь, кто вы, где Параламов, да, и вот этот Сушко попал в персональные санкции Соединенных Штатов Америки, да. Хотя, казалось бы, там, ну, величина самого господина Сушко. Но это говорит о том, что Сушко может заранее, в отличие от всех, уже сушить сухари, потому что его обязательно найдут, потому что никто ему не простит пытки над заключенным. 2018 год еще, вот если мы говорим о репрессиях, он еще отметился тем, что впервые пришли к женщинам. Обыски. И в одном случае это вообще невозможно, когда пришли Алие, забыл я ее фамилию сейчас, но Кинжалиева, может быть, Вы имеете в виду ситуацию с репостами и Нет, ей пришли именно по поводу ее стихотворения. У нее очень пронзительное стихотворение, посвященное 9 мая, и она дает свои ощущения, что такое победа является, да, для сегодняшних людей. Они не согласились с такой трактовкой, да, и пришли в другом случае, пришли как раз с репостами.
Ясно, да, но тут вопрос еще такой практический, да, что дело в том, что, опять-таки, я возвращаюсь к тому, с чего начал, вот эта резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была принята в декабре 2018 года, она также призывает Россию допустить ко всем украинским заключенным украинских консулов и украинского омбудсмена. Задаю вам такой вопрос. Украинские консулы появятся в Крыму или нет? Или появится только украинский омбудсмен? Но мы уже были свидетелями, когда омбудсмены появлялись в Крыму. Это было в результате договоренности двух омбудсменов. Была определенная процедура въезда, и это всегда происходило с территории материковой Украины. То есть омбудсмен с территории Украины заезжал на территорию Украины, только в ее оккупированную часть. Что касается с консулами, здесь сложнее. Я думаю, что вот в нынешних правовых условиях консулы украинские не появятся в Крыму. Потому что это будет де-факто признание Крыма территорией России. А если говорить о представителях международных организаций, это очень практический вопрос, потому что, ну, к примеру, да, вот там дальше что-то происходит с крымскими адвокатами, которые поддерживают, и тогда вообще получается, что крымчане остаются вообще без какой-либо юридической, хотя бы минимальной помощи, да, им назначат какого-то адвоката, который будет делать все то, что скажет судья или прокурор, ну, или господин Аксенов, к примеру, да, то есть, возможно ли, на ваш взгляд, вот этот вопрос, он поднимается вообще в парламентской ассамблее, например, Совета Европы, на других площадках, например, в том же самом ОБСЕ, при всех разногласиях и разных оценках этой организации, вот могло ли бы, например, появиться какое-то представительство ОБСЕ, и чтобы там был человек, который бы мог, представитель не России, не Украины, но который мог бы постоянно приходить на то или иное мероприятие и видеть своими глазами те самые задержания и аресты, которые происходят в Крыму. Вы знаете, в резолюциях очень многих, ну не очень многих, и не только ООН, но и других международных организаций есть требования к России допустить миссии, как международные, так и миссии конкретных международных организаций. Ну, скажем, такое есть в резолюции, в рекомендациях Исполнительного комитета ЮНЕСКО. Мы уже третий год поручаем генеральному председателю исполнительного комитета, генеральному секретарю ЮНЕСКО направить миссию, и мы ведем переговоры. Я являюсь уже участником этих переговоров, но дальше попытки определить протокол, полномочия этой делегации мы не продвинулись, потому что Россия, в общем, этому препятствует. Я просто, да. Извините, перебью. Дело в том, что господин Аксенов там и господин Константинов, и господин Иоффе, и не буду всех перечислять, они постоянно, практически ежедневно говорят: приезжайте к нам, увидите все собственными глазами. Они постоянно обращаются, типа там: господин Макрон, мы ждем вас, там, господин Меркель, приедьте, увидите все собственными глазами. Вы знаете, мы же с вами хорошо знаем этих людей. Вы еще бы сказали бы Иоффе, там еще есть один такой жуликоватый. Они не договаривают самого основного. То, что несколько раз говорил Лавров. Он говорит: мы милости просим. Москва, МИД Российской Федерации, Крым. Тобто они думают, что таким образом они могут жульничать и как бы подвести наших партнеров к признанию Крыма российской территорией. Я хочу сказать, что вот из новаций, то, что взорвало российскую делегацию вот на последних минских переговорах, вот это в контексте вашего вопроса, это было то, что представитель Украины Евгений Кириллович Марчук, от имени Украины, этот вопрос был согласован, разумеется, с президентом, предложили, чтобы вести мониторинг за ситуацией в Азовском море и в Керченском проливе, направить мониторинговую группу в Керчь. Дело в том, что в мандате специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за которую голосовала и Россия, обозначена территория Украины. Точка. Просто Россия интерпретирует по-своему. Территория Украины – это все, не исключая Крым, а мы считаем, что все, включая, разумеется, Крым. И поэтому мы требуем от ОБСЕ, чтобы они
обеспечили работу специальной миссии, на которую мы как государство дали согласие. И вот развитие, а ОБСЕ говорит, что оно не в состоянии это сделать, потому что Россия не допускает. Вот слабость этой организации в том, что там решения принимаются консенсусом, и пока Россия не проголосует, да, никакая делегация туда не поедет. Но тогда, когда мы предложили, что да, если все так одинаково озабочены напряжением ситуации в Азовском море, а некоторые эксперты считают, что Третья мировая война вообще может возникнуть из-за противостояния на Азовском море, давайте исключим возможность вот такого военного взрыва и направим туда мониторинговую группу, и пусть она отслеживает, насколько беспрепятственно торговые, да, не военные, коммерческие корабли проходят через пролив, пусть она отслеживает там количество и там, я не знаю, уровни этих военных кораблей. Российская делегация покинула переговоры. То есть даже не стали продолжать? Нет. Да? Интересно. Да, то есть, допустим, такой же мониторинговой миссии, например, на территории России в Керченском проливе не может тоже появиться, потому что эта мониторинговая миссия распространяет свое действие только на Украину, да? Конечно. Хорошо. Ну и мы продолжаем программу. И, наверное, в завершении я хотел бы еще нашему гостю Рифату Чубарову, главе Меджлиса крымско-татарского народа и народному депутату Украины, задать такой вопрос. Рифат ага, а вот поделитесь секретом, да, вот где крымские татары возвращались на свою родину с 1944, если мы говорим, да, и вот, наверное, там, и процесс этот продолжается, я помню прекрасно, но ждали возвращения массового на родину с 44, наверное, по 89 год, да, 88, 89, 90 год. То есть это получается 46 лет, 45-46 лет. Где силы найти для того, чтобы, вот такой процесс пережить, дождаться и выстоять? Во-первых, я исключаю, просто абсолютно исключаю, что нам придется ждать и бороться столько, сколько пришлось крымским татарам, целому народу, чтобы возвратиться на свою родину. С другой стороны, вы знаете, возвращение наше в Крым, а Крыма под украинский суверенитет, возможно лишь тогда, когда люди в это будут верить и бороться. Поэтому каждый, кто сейчас в Крыму, это и крымские татары, и люди других национальностей, которые остаются верными Украине, которые просто не приемлют зло, несправедливость, которые просто убеждены в том, что в этом мире не сила должна решать их вопросы, а доброта, справедливость, согласие. Они должны ожидать вот этих изменений. А мы, которые в силу разных обстоятельств сейчас не можем жить в Крыму, мы должны делать все для того, чтобы возвратиться к ним, которые нас ждут. Вера и действие. Вот два таких слова, которые должны определять наше состояние. Обещал, что будет последний вопрос. Нет, еще у меня есть один по ходу появился. Как вы, кстати, думаете? Как вы отслеживаете? Потому что, как вы относитесь? Потому что очень многие люди стали менять свои точки зрения. Даже пророссийские настроенные люди, которые были в 2014 году так радикально пророссийские настроенные, стали менять свои отношения и к российским чиновникам, и к российской действительности, которая вот теперь на самом деле пришла, да, не телевизионная такая реальная действительность. Как вы думаете, вот эти люди, их будет больше, их будет меньше, а что с ними дальше будет происходить? Они будут оставаться в Крыму, они будут уезжать из Крыма? Мне сейчас трудно судить. Конечно, те, которые испытывают сильное разочарование, потому что они верили в приход России как благо, если они по жизни не халявщики, я извиняюсь за это слово, конечно, они оттуда будут уезжать, они захотят себя реализовывать в других каких-то местах. Дело в том, что ровно столько, сколько Крым будет находиться под российской оккупацией, нет никакого шанса на улучшение экономической и социальной ситуации. И поэтому это не будет удовлетворять большинство людей. В свою очередь, Россия будет заполнять освобождающиеся эти ниши
населением, собственным населением. Это население будет, знаете, такое, ну, с таких социальных каких-то окраин, да, и это население будет приносить Крыму, но такие изменения, которые не вытерпят уже те, которые не решились покинуть. В общем, Крым будет приобретать, как мне сказал буквально на днях, я повторю это слово в эфире, оно не очень тоже благозвучное. Я когда спросил, я был недавно, встречался со спортсменами, в том числе из Крыма. Это были не крымские татары. Я когда спросил, что происходит, он сказал: быдло на улицах. И это не есть оскорбление людей, это просто меняющийся, вот, ну, мы говорили о Симферополе, это когда вокруг фон меняется вот, поведением тех людей, которые не чувствуют Крым, не знают Крым, которые не привыкли к определенным таким формам взаимоотношений, которые в Крыму уже установились. Они просто приехали на какую-то территорию, которая для них не является хотя бы в минимальной мере какой-то чувствительной территорией. И поэтому, конечно, Крым ожидает в этом плане, чем дольше будет длиться оккупация, тем больше будет украинскую занепад. Это будет такое падение и экономики, и культуры, и вообще людских отношений. Спасибо за откровенный разговор. Рифат Чубаров был гостем нашей студии, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. А беседовал Александр Янковский. Я напоминаю, что программу «Крымский вечер» вы можете слушать ежедневно на 105,9 FM на территории Северного Крыма в эфире радио «Крым Реалии». Всего вам доброго. Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»?